А медсестра может прийти к лежачему больному и сделать укол? Нет, этого тоже нет. Так тогда зачем мне такое обслуживание ваше медицинское? История этого конфликта началась в поселке Калинино. У них нет медпункта. Сначала жители приказом хотели прикрепить в медцентр, который находится в соседнем Аракчино. Но пенсионеры поняли, терапевта надо может приехать только платно. Да и сам директор клиники не скрывает. На жителей Калинина здесь не рассчитывали. Мы сегодня инвестировали в развитие первичной медицинской помощи для жителей Нового Аракчино. И когда мы инвестировали, мы не ставили цель и задачу на поселок Калинино. Накануне выпуска приказа было 2 встречи, 3-сторонние встречи совместно с поликлиникой 19, которая обслуживает данную территорию, и обсуждался вопрос детальной полностью передачи населения и закрепленных домов для обслуживания на КДЦ Аракчино. 6000 прикрепленных пациентов, 900 из них написали заявление на бесплатное обслуживание. И все они жители поселка Новое Аракчино. Ни одного из Калинина. На дому только платно или на каждый укол приезжать в Аракчино. Такое обслуживание жители Калинина сразу оттолкнуло от нового медцентра. Наконец-то думали, увидели цивилизацию. В конце концов, наш заброшенный уголок. Ничего нет, аптеки даже нет. А здесь все специалисты приезжают. Закрытые двери и обшарпанные окна. Сейчас медпункт также закрыт, но медпомощь для жителей Калинина все же станет ближе. Сейчас ведутся переговоры о безвозмездной передаче этого здания ведомства медучреждения. Но выяснился еще один факт. КДЦ не оформил документы в фонде обязательного медстрахования согласно регламенту. Выходили на фонд обязательного медицинского страхования для того, чтобы они нам дали логин, пароль для формирования счетов реестров и для введения пациентов в базу данных, в чем нам было устно в форме отказано. Оно и понятно. Фонд дает доступ в систему только после письменного обращения у руководителя КДЦ 3 подобных медцентра. И крайне странно, если он не знает нюансов. Информация о лицах, уполномоченных директором КДЦ Аракчино, на введение учета прикрепленных застрахованных лиц в программную систему Фонд ОМС Республики Татарстан не предоставлялась. В связи с несоблюдением медицинской организации установленного порядка доступ к системе не предоставлен. Никаких вопросов ни по объему обслуживаемого населения, ни по объему государственного задания на первом этапе, который планировалось для них выделить, у них не было. Почему эти вопросы возникли сейчас? Руководитель медицинского центра считает, что проблема уже вышла за рамки деловых отношений. В управлении здравоохранения же отмечают, все в рамках закона, и как раз действия Латыпова им непонятны. В итоге страдают пациенты, которым важно попасть к врачу. Законно, бесплатно. Альбина Минибаева, Лейсан Мустафина, Ишат Мухаметов, Амир Залежев. ТНВ, Казань.